79-летний Башир Гадабошев с самого начала предвыборной кампании следил за дебатами и выступлениями каждого кандидата на пост президента. Он уже давно определился, за кого будет голосовать на этих выборах. На участке номер 122 высокая явка избирателей. Возможность принять участие в процессе управления своим государством у населения выпадает лишь раз в 6 лет. И сегодня как раз тот самый знаменательный день, когда от выбора каждого зависит, кто станет у руля могущественной страны. Борьба за главное кресло страны в самом разгаре. Сотни тысяч россиян сегодня приходят на участки и отдают свои голоса за того или иного кандидата. Тот, кто в силах прийти на участок, приходит, закидывает свой бюллетень вот в эту вот урну. А у тех, у кого по состоянию здоровья или по каким-либо другим причинам не получается приехать на участок, подготовлены вот такие вот чемоданчики. Стоит отметить, что бюллетени выдаются ровно столько, сколько заявителей. И в случае, если в ходе подсчета голосов их окажется меньше или больше, результаты будут аннулированы. Руслан Ханиев как раз один из тех, у кого не было возможности добраться самостоятельно до участка. Пожилой человек с трудом ходит, но отдать гражданский долг он все же сегодня смог. К воротам дома прибыла машина, которая доставит его прямо к участку. Помимо всего прочего, Ханиеву вручили еще и памятные подарки, которые будут напоминать ему о сделанном выборе. Молодежь тоже принимает активное участие в выборах. Каждый из них понимает, что именно его голос может сыграть решающую роль в избрании руководителя страны на следующие 6 лет. А вот у Маки Нальгиевой сегодня дебют. Девушка впервые выбирает президента страны. Волнительно и ответственно признается она. Но это долг каждого гражданина, и поэтому не воспользоваться этим правом нельзя. Члены ВИК не только объяснили ей процедуру голосования, так еще и вручили подарок. Первый раз голосуешь, мы тебя награждаем таким благодарственным письмом за активную позицию гражданскую. Вот такой тебе подарочек. От администрации тоже памятный сувенир. На первый взгляд, хоть и не скажешь, но Осману Харсиеву 90 лет, и едва ли его назовешь пожилым человеком. При поднятом настроении он пришел на избирательный участок. Выбор подходящего кандидата на пост президента обдуманный и осознанный. Ни дома, ни с друзьями особых споров по этому поводу не было, признается Харсиев. Поэтому смело опустил в урну свой бюллетень вместе с надеждами на лучшее будущее. Хочу я видеть, дают имаму я видеть. Ваш товарищ был волны люди, вахны люди, они турку я видеть. Так и бартку бахти тарифа. На всех выках организованы концертные мероприятия. Например, на 122-м участке людей встречают вот такие вот маленькие джигиты и горянка. На участке 123 также не угасает музыка и танцы. Помимо концертных программ, на многих участках также организованы и сельскохозяйственные ярмарки. Здесь представлены фрукты, овощи, молочная продукция и даже мясо. И цены ниже рыночных. Одним словом, власти делают все для того, чтобы выборы прошли комфортно и на позитивной ноте. В селе Троицкое сегодня свои двери открыли 3 избирательных участка. Везде созданы все необходимые условия для того, чтобы люди с комфортом выбрали президента страны. Общих 3 участках у нас избирателей 6953 человека по спискам. Ну вот в данный момент уже 50% уже люди проголосовавшие. На одном из участков побывал и глава субъекта Юнусбек Евкуров. Он пообщался с избирателями и обошел ВИК. На каждом участке присутствуют и наблюдатели от всех участвующих в выборах партий, которые имеют отделение в республике. Пока никаких нарушений они не заметили. На выборных участках мы проводим контроль за законностью, за правильностью проведения выборов на участках. В ходе проверок пока замечаний или нарушений не обнаружено. Все идет очень хорошо. Идир Манкиева, Гапур Чахкиев, Новости 24.